Здравствуйте, на телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова и вначале коротко о ключевых событиях. Вузы в приоритете. Из 21 университета с комиссии было отобрано 4 кандидата, и один из них – это вуз нашего региона. Университеты Башкортостана вновь на федеральном уровне защищают свои программы. Почему это важно для развития региона в целом? Выходя и вкладываясь, и получая результаты на этом треке, мы попадаем в высшую лигу вузов Российской Федерации. Дроны уфимского производства и вода. Спасибо вам огромное, ребята. Буду только рады этой воде. На Донбасс доставили юбилейный 145-й ГУМ-конвой. Очень актуальная и своевременная предоставленная помощь. Уйдет ли Уфа под землю? В башкирской столице вновь под землю ушел автомобиль. Почему? Специалисты уверены, что это не последний случай. Главный агент вот этого растворения горных пород на глубине – это подземные воды. И начнем с погоды. На неделю установилась плюсовая температура. Воздух прогревался до плюс 10 градусов. Столь резкое потепление сказалось и на чрезвычайной обстановке. В МЧС зафиксировано почти 200 обращений о потоплении придомовых территорий талыми водами. В ведомстве предупреждают, ожидаются сильные дожди и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В заключительный день недели на трассах произошло сразу несколько смертельных ДТП. В Кушнаренковском районе на Р-240 при столкновении с тягачом погиб водитель молоковоза, а в Бакалинском районе в аварии лишился жизни водитель отечественного автомобиля. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям. Накануне ведущие вузы Башкортостана, Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и Нефтяной защищали свои программы развития по проекту «Приоритет-2030» в Москве. Участие в заседании Совета принял Ради Хабиров. С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Благодаря этому Башкортостан сохраняет лидерство в рейтинге научно-технологического развития регионов России. От результатов нынешней защиты проектов зависит, какое финансирование вузы получат на ближайшие годы. О каких достижениях рассказывали министру науки страны, расскажет Динара Таймасханова. В финальный день защиты приоритета результаты своей работы в Москве представили 16 университетов из 5 федеральных округов, в том числе 3 вуза Башкортостана. К слову, делегацию возглавил лично Ради Хабиров. Так, БГМУ делает ставку на технологическое лидерство. В университете работают 18 научных лабораторий. Офтальмологическими разработками медуниверситета уже сейчас пользуются институты и клиники по всей стране. Ведем платформенную разработку от идеи до внедрения в клиническую практику и новых лекарственных препаратов, и новых медицинских изделий. И во всех этих лабораториях интегрировано и преподавание, и обучение, и разработка, и участвуют и наши маститы ученые, и совсем юные, и студенты. Свои программы в Совете по реализации программ развития университетов защищали также УНИТ и УГНТУ. Уфимский университет науки и технологий завершил процессы по созданию большого университета. В вузе усилили научно-исследовательский потенциал. Одна из разработок – модель оптоэлектронного осциллятора, позволяющая расширить область их применения в системах телекоммуникационных приложений. Стратегический проект УНИТ – Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий. Примечательно, что вместе с командами высших учебных заведений сегодня на защите наших проектов присутствовал глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров, что определяет то, что правительство республики и глава Республики Башкортостан заинтересованы в появлении новых производств,
появление новых критически важных технологий, которые будет развивать Республика Башкортостан. Нефтяной технический университет сосредотачивается на разработке новых материалов для нефтехимии, автономизации нефтегазовых активов, а также развитии интеллектуального машиностроения. Мы за 3,5 года реализации программ «Приоритет» имеем рост контингента более чем на четверть. К нам приезжает большое количество ребят из других субъектов Российской Федерации и иностранцев обучаться. По факту УГНТУ сегодня сформировался как ядро инженерно-технической подготовки нашей республики. Как говорят эксперты, науке и высшему образованию в Башкортостане оказывается всесторонняя поддержка. Создаются лаборатории мирового уровня и передовые инженерные школы. Реализуются масштабные проекты, как межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Лучшими вузами может быть только если серьезно заниматься наукой. Не только образованием, а для этого в республике делается многое. И вот сейчас кампус активно развивается. Строятся новые корпуса. Серьезное внимание уделяется вообще изменению структуры высшего образования в республике. Развитие науки и высшего образования – это не только рост технологического потенциала региона, но и привлечение молодежи, укрепление кадрового резерва и вклад в развитие страны. Плавно переходим от обычного регионального вуза, которая главная цель – подготовка специалистов для народного хозяйства, на траекторию исследовательскую. И, соответственно, это коррелируется с тем, что идет рост количества научных исследований. Только выходя и вкладываясь, и получая результаты на этом треке, мы попадаем в высшую лигу вузов Российской Федерации. Вот это главная задача. Создание в республике Госкомитета по науке и высшему образованию только подчеркивает, ключевое направление и задачи в отрасли растут, а значит, нужна отдельная структура для их решения. Есть еще один вуз, который является вузом-кандидатом. Из 21 университета с комиссии было отобрано 4 кандидата, и один из них – это вуз нашего региона. Это Башкирский аграрный государственный университет. Он тоже развивает новое направление агробиотехнологии и искусственный интеллект. Приоритет 2030 – крупнейшая в истории современной России госпрограмма поддержки университетов. Ее цель – сформировать в стране более 100 прогрессивных вузов, центров научно-технологического и социально-экономического развития. Благодаря средствам, которые уже были ранее выделены, учебные заведения обновили материально-техническую базу. Финансирование программы было продлено еще на 6 лет. Вложение в науку – это важный шаг для достижения одной из главных задач – технологического суверенитета. Динара Таймасханова. Итоги недели. Бок о бок наука идет с промышленностью. Основной упор сделают на развитие высокотехнологичных производств, а также инновационных разработок. На неделе в республике подвели не только итоги работы отрасли, но и наметили планы. Власти с бизнесом говорили в частности о том, как региону и дальше удерживать лидирующие позиции в стране по развитию индустриальных парков и промышленных кластеров. Обо всем подробно в репортаже Руслана Бутаргариева. На участке роботизированной сварки практически никакого вмешательства со стороны. Умная техника сама по заданным параметрам стыкует элементы каркаса будущих шкафов. Здесь производят металлические корпуса для электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры. Предприятие – один из резидентов технопарка Зубова. С вводом нового цеха мы будем делать порядка 2000 в месяц. Это импортозамещение, да? Импортозамещение. Да, раньше они импортные были, раньше, да? Немцы поставляли вот такие. Вот шкафы даже мы не могли делать, да? Ну, могли, но качество и до сих пор не очень такое. А вот мы полный аналог сделали. Технопарк Зубова создали в 2020 году с целью развития инновационных технологий и поддержки промышленности в регионе. На площади в 78 гектаров сегодня располагаются 2 отдельных производственных корпуса. Башкортостан сегодня среди лидеров по количеству индустриальных и технопарков. 12 и 19 соответственно. А вот по числу промышленных кластеров наша республика и вовсе занимает первое место. 23 промышленных кластера в Башкортостане объединяют 288 предприятий. Работа в этом направлении активно продолжается, и республику можно ставить в пример остальным регионам. Отметили во время расширенного заседания Совета по развитию промышленности республики федеральные эксперты. Выстроенные кооперационные цепочки на территории республики Башкортостан уже выходят далеко за ее пределы. Они уже межрегиональные, а где-то даже и межгосударственные. Поэтому я с удовольствием, как глава ассоциации, привожу опыт Башкортостана на территории других субъектов Российской Федерации.
В 2024 году индекс промышленного производства в Башкортостане превысил 105%, что выше среднероссийского. По уровню эффективности проводимой промполитики в стране республика вновь вернула себе первое место в рейтинге Минпромторга. У нас рост по инвестициям, у нас рост производительности труда. Промышленность в прошедшем году, как и в этом, и предыдущие 2 года, выполняла, скажем, специфические задачи. Больший акцент был на обеспечение обороноспособности страны. Самое главное, что несмотря на и санкционное давление, несмотря на сложности, связанные с этим, мы темпы не сбавляли. Активно шли процессы модернизации предприятий. Модернизировать предприятие помогал региональный фонд развития промышленности. С 2017 года он помог привлечь в республику 59 миллиардов рублей. ФРП стал эффективным инструментом взаимодействия власти с бизнесом в вопросах получения предприятиями господдержки. Конечно, мы нацелены на импортозамещающие проекты, те, которые ведут нас к технологическому суверенитету, а в перспективе и к технологическому лидерству страны. Мы работаем над теми проектами, где больше современных технологий, где больше новые мысли и где больше той ресурсной базы, которой мы сейчас располагаем и которую надо развивать. Один из ярких примеров успешного сотрудничества с фондом кумертауская компания Oilteam-Mash. Производитель установок для нефтедобычи получил за последние годы чуть больше миллиарда рублей льготного займа. На эти средства заводчане приобрели современную сварочную колонну и много других станков. Уже 3 года сотрудничаем, да, это приобреталось при поддержке фонда ФРП. Покупали мы еще при ФРП, это планжировочный станок, покупали пресс, плюс еще газоплазменная резка у нас. Чтобы повышать производственные показатели, промышленники стараются идти плечом к плечу с наукой. Часть этой работы на себя взял созданный в регионе научно-образовательный центр мирового уровня. Реалии сегодняшнего дня, они требуют, чтобы промышленность взаимодействовала активно с наукой, потому что предприятия сейчас также понимают, что без собственных технологий, без импорта независимости невозможно строить свое будущее и стратегию развития предприятий. И здесь наша наука, которая в течение последних 5 лет подпитывалась в результате и помощи руководства республики, участие в федеральных программах, она, естественно, станет таким отличным помощником для наших предприятий. Заместитель министра промышленности и торговли России в свою очередь отметил, что в Башкортостане делается все для достижения высоких результатов. Положительно отозвался Иван Куликов и по поводу создания в регионе Совета по развитию промышленности. Это еще одно доказательство соответствующего внимания руководства региона к развитию ключевой отрасли нашей страны. Безусловно, это возможность прямого диалога региональной и федеральной власти с бизнесом. Возможность слышать сегодня предприятия на земле, слышать их вопросы, проблемы. Власти республики не намерены сбавлять обороты и продолжат работу по укреплению позиции башкирской промышленности. Ради Хабиров отметил, что в перспективе основной упор будет сделан на развитие высокотехнологичных производств, обрабатывающей промышленности, а также инновационных разработок. Руслан Трагареев, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов. Итоги недели. Развивать промышленность помогает международная кооперация, и власти последовательно продолжают работу по укреплению сотрудничества со всеми странами, кто открыт к этому. Так, на неделе Ради Хабиров обсуждал вопросы укрепления связей с представителями Китая. Говорили в частности о Харбинской ярмарке, где башкирские предприятия представят свои товары. Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли. Она объединит, в частности, резидентов логистического парка Уфимский и индустриального парка Ляоджун. Работа над ее созданием стартовала. Отмечу, что Китайская Народная Республика – один из главных партнеров Башкортостана. Она занимает первое место во внешнеторговом обороте республики с долей в 24,6%. Китай – это на сегодня, наверное, наиболее динамично развивающаяся экономика с колоссальным количеством населения и рынок сбыта. Наша продукция, предприятия Республики Башкортостан, многих востребована на китайском рынке. У нас из Башкирии хорошо в Китай продается это мед, это мороженое, это еще там ряд товаров народного потребления, но именно тех, в котором исторически предприятия Республики Башкортостан успешны и доказывать на международном рынке свои компетенции и свой успех.
Башкортостан активно сотрудничает с Республикой Беларусь. Есть уже реализованные совместные проекты, действующее производство. Тот же завод «Амкадор» или сервисный центр МАЗ. Активно идет работа с Центральной Азией. Казахстан – самая большая по площади страна, Узбекистан – самая густонаселенная. Они диктуют основные направления в регионе. Как отмечают эксперты, Башкортостан стремится не только увеличивать объем товарооборота, но и развивать более глубокие формы сотрудничества, в частности, культурные связи. Праздник Сабантуй, который проходит и на общеобластном уровне, и в отдельных городах и районах Южного Урала, это, конечно же, тот праздник, где мы с удовольствием видим гостей из Республики Башкортостан, и они всегда украшают эти праздники своей культурой, своими песнями, кухней, традицией, костюмами. Как не раз отмечал Ради Хабиров, именно крепкая экономика позволяет поддерживать бойцов на передовой. В зону СВО прибыл уже 145-й по счету гумконвой. На 17 фурах бойцам доставили внедорожники, средства радиоэлектронной борьбы, дроны камикадзе уфимского производства, мобильные бани, стройматериалы. Отличившимся бойцам также были вручены боевые медали и ордена Минигали Шаймуратова. О встрече земляков за ленточкой репортаж нашего военного корреспондента Азат Садреева. Караван из Башкортостана прибыл на Донбасс без происшествий. Опытные водители-дальнобойщики знают дорогу наизусть. У многих за плечами уже свыше 100 рейсов. Разгрузка десятков тонн гумпомощи тоже не занимает много времени. Особый груз – FPV-дроны уфимского производства. Башкирские птички продолжают поступать в наши подразделения. С каждым гумконвоем сотни дронов камикадзе передают бойцам мотострелкового полка Башкортостан, именным батальонам и нашим мобилизованным. По поручению главы республики Ради Хабирова ежемесячно сюда, в зону проведения специальной военной операции, доставляют в общей сложности более 1000 единиц беспилотных летательных аппаратов. Благодаря регулярным поставкам уфимские беспилотники на передовой используют все башкирские подразделения. Особую благодарность хотел выразить за очень актуальную и своевременную предоставленную помощь. Спасибо большое. Все, кто участвовал в организации этой гуманитарной помощи. Действительно, я когда провожаю с Уфареной торжественной остановки, ребятам говорю, вот уходит гуманитарная помощь, вы, говорю, встречайте. А вот сегодня мы сами уже здесь находимся, и вот эта гуманитарная помощь, которую от республики отправляем, уже лично будем передавать каждому полку и постараемся с теми ребятами встретиться и им лично передать. Вот, и, конечно же, вот от республики произведенные наши ударные дроны мы привезли, именно чтобы сегодня ребята с этими дронами могли уничтожать этих фашистов, чтобы отомстить за тех ребят, которые погибли, отдали жизнь вот за это мирное небо. В составе гумконвоя помощь своим землякам отправили и районы Башкортостана. Мы привезли для своих бойцов баню, УАЗик, воду, прицельные принадлежности, свечи, продукты питания. Кто может деньгами помогать, кто сети маскировочные делает, кто продуктами. Очень хотим, нуриманцы хотят быстрой победы, хотят все помочь, кто чем может. Дрон-детекторы, аппаратура для радиоэлектронной борьбы, рации, маск-сети, антидроновые плащи-невидимки. Отработаны все заявки военнослужащих и даже больше. На Донбассе уже стоит жаркая погода. Температура достигает 20 градусов. Поэтому на позициях бойцам необходима питьевая вода. Для башкирских подразделений привезли более 20 тонн минералки. Да, сейчас очень необходима нехватка воды. Хотел бы поблагодарить главу Башкортостана за гуманитарную помощь. Спасибо вам огромное. Ребята будут только рады этой воде. Победа будет за нами. Бойцы из Башкортостана с честью выполняют свой воинский долг. Особо отличившихся добровольцев указом главы республики отметили государственными наградами. Вице-премьер Ирик Сагитов вручил орден Минигали Шаймуратова командиру 31-го мотострелкового полка Башкортостан. Медалями отметили и других военнослужащих, в том числе получивших ранения при выполнении боевого задания. Ранения, к сожалению, только могу водителям помогать ходить. Не было желания домой отправиться после ранения? Нет. Никакого, наоборот, написал рапорт и приехал раньше. Ничего, мог по ранению находиться там, но вернулся. Своим помочь, что ли? Ну да.
Орденом Минигали Шаймуратова также отметили мобилизованных. Церемония прошла в символическом месте у мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республике. Еще несколько месяцев назад здесь шли бои, но эти ребята смогли освободить Донбасс, как когда-то сделали их деды и прадеды. Очень приятно получить подобную награду. Приятно, что республика оценила мою службу высшей наградой нашей республики. Вот. И я горд тем, что служу как мой отец, служу как деды служили на той же земле, где наши деды били фашистов. Сейчас мы, в принципе, занимаемся тем же самым. В состав гуманитарного груза входят не только специальные средства, дроны и автомобили. Бойцы также получили башкирский мед, козылык и другие продукты национальной кухни. Все это с любовью и домашним теплом приготовили женщины республики и попросили передать военным. Посылки довезли до батальона Салавата Юлаева, танкового батальона имени Сергея Зорина, а также мобилизованных, дислоцированных в Луганской и Донецкой народных республиках Запорожской области. Тем временем в республике начали формировать очередной уже 146-й по счету гуманитарный конвой. И такая помощь военнослужащим не осталась незамеченной. По уровню поддержки участников СВО Башкортостан занял 3-е место среди регионов России, уступив лишь Московской и Ленинградской области. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Донбасс. Своеобразная мера поддержки – региональная кадровая программа «Герой Башкортостана». Так власти дают понять, что участников СВО не бросят и по окончании службы. От военнослужащих уже поступило более 1000 заявок. Напомню, что сделать это можно до 31 марта. Те, кто пройдет отбор, будут закреплены за наставниками, в числе которых и глава региона Ради Хабиров. Что интересно, среди претендентов и люди из других регионов, но большая часть – это, конечно же, уроженцы Башкортостана. Есть ветераны и действующие солдаты. Каждый из нас должен внести свой вклад. Работа в команде, это во-первых. И что-то внести свое, новые изменения какие-то совместно с руководством нашей республики. В этом году в Башкортостане запустят движение сразу по нескольким важным инфраструктурным проектам. Южные ворота, реконструкция старого Бельского моста с выездом на трассу Уфа-Оренбург. Самая долгая переправа в мире и участок федеральной скоростной трассы Дюртюли-Ачит. Упор сделают на ремонте мостов, каждый из которых находится на путях, ведущих к туристическим объектам и входящих в опорную дорожную сеть. Детально расскажет моя коллега Алия Альтубаева. Последний рывок, завершающий этап реализации масштабного проекта «Южные ворота». После судебного процесса длиной в 2 года рабочие приступили к демонтажу бывшего автосервиса на улице Пугачева. Как устоится теплая погода, на объекте переустроят подземные коммуникации, водопровод длиной 150 метров, ливневую канализацию и сети электроснабжения. Сейчас производятся работы по устройству земполотна на объекте. Также выполняются работы по устройству подпорных стенок. Это на автобусных павильонах. При наступлении благоприятных условий возобновятся бетонные работы. Именно устройство бортового камня, водоотводных лотков и устройство дорожной одежды. Южный обход объединил сразу несколько объектов. Это строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкция улицы Пугачева и создание на их пересечении транспортной развязки, а также строительство нового моста. Сдать объект полностью планируют к 1 сентября. Осенью власти намерены запустить движение и по старому Бельскому мосту. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет порядка 73-74%. Сейчас работы ведутся на правобережной части. Это вот самый большой пролет в опорах 9-10. Всего опор у нас 11. Эти работы нужно сделать, успеть до паводка. Планируем, что где-то ориентировочно там октябрь месяц, сентябрь-октябрь месяц работы завершатся. Все эти проекты станут частью масштабной транспортной системы столицы. К таким уже относится Восточный выезд, движение по которому спустя 30 лет после начала строительства запустили в прошлом году. В будущем он свяжет трассы М5 и М7. Показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» у нас достигнуты. Мы перешли плавно и спокойно в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В этом году мы сделаем более 1000 километров автомобильных дорог, построим и реконструируем
финансируем 22 километра, это хороший показатель. Главный упор в этом году у нас будет на мосты и путепроводы. В инфраструктуру для жизни вошел и самый долгий мост в мире. Несмотря на солидный возраст, железные конструкции старой переправы заржавели, но сохранились. А вот бетон начал крошиться и сыпаться. Поэтому ее демонтировали полностью и соорудили временный автомобильный переезд через реку. Один из важных путей, связующий соседние республики, несколько лет назад пришел в негодность. Переправа через реку Ик, соединяющую город Октябрьский нашей республики и поселок Урусу Татарстана, признали аварийной и закрыли больше 2 лет назад. Мост был построен еще в 1948 году военнопленными. Сейчас же жители обеих республик в шутку называют это место долгим и двухчасовым. Все потому, что при переходе из одного региона в другой меняется и часовой пояс. Работы здесь начали год назад. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент. Сейчас мост готов на 40%. 7 опор мостового перехода уже установили. Осталось последнее в русле реки. Дальше мотостроители смонтируют балки пролетного строения и подходы. А как потеплеет, уложат мостовое полотно, асфальт, проведут гидроизоляцию и благоустроят береговую зону. Все жители следят за этой стройкой. Мы очень рады, что наконец-то начали строить новый мост. Ежедневно по этому мосту мы проезжали, и у нас и учатся люди, и работают в Республике Башкортостан. Наши отношения всегда связывало много лет. По подсчетам, по мосту в 240 погонных метров ежедневно будут передвигаться около 4000 автомобилей. Дорожники обустроят полосы безопасности, а для пешеходов проложат тротуары. Запустить движение планируют уже в этом году, а полностью завершить строительство в 2026. Мы восстанавливаем дамбу революционных сооружений. Тоже очень большой фронт работы. Работы ведем с опережением графика. Стараемся, чтобы выполнить работы до паводка. Это выйти к монтажу пролетных строений. Новый мост через реку Ик поспособствует улучшению туризма и транспортной доступности Башкортостана и Татарстана. Многие мосты построены в 50-е, 60-е, 70-е годы, которые требуют реконструкции, ремонта, капитального ремонта. Поэтому сейчас у нас большая программа по ремонту таких мостов. Это мост у нас Науфан-Белорецк в районе села Шареево. Это у нас реконструкция моста через Быстрый Танып на дороге Дюртюли-Нефтекамск. Также мы начинаем реконструкцию через Быстрый Танып, тоже моста на дороге Уфа-Бирский-Нау. В этом году продолжится программа ремонта фонящих дорог, тех, на которые больше всего приходит жалоб от жителей республики. Завершится еще одна грандиозная стройка, которая разгрузит федеральные дороги. 140 километров трассы Дюртюли-Ачит. Это часть транспортного коридора Москва-Екатеринбург, которая станет еще одной экономической артерией республики и даст импульс туристическому потоку. Алия Альтубаева, Шамиль Каримов. Итоги недели. Башкортостан в лидерах среди регионов России по строительству. Только в прошлом году в республике возвели более 3 миллионов квадратных метров жилья. Огромное внимание уделяется и решению квартирного вопроса тем, кто проживает в аварийных домах. Недвижимость получают и дети-сироты, в том числе и в виде сертификатов. В последние годы в Башкортостане появилось и множество социальных объектов в виде медучреждений, школ и спортивных комплексов. О том, как строится республика, расскажет Даниил Байков. Микрорайон Яркий в башкирской столице – одна из самых динамично развивающихся городских территорий. С нуля строители здесь возводят жилые здания. Благодаря инвестпроекту обладателями квартир в прошлом году стали около 30 детей-сирот. Среди них и Дана Мухаметова. Девушка ждала жилплощадь 2 года и даже не верила, что получит ее в чистовой отделке. Я была в шоке. Я не могла сдержать эмоции, я сначала не поверила. Это намного лучше, чем снимать квартиру, и тем более понимание того, что я смогу ее приватизировать, перевести в собственность. Оплатить квартплату не так трудно, как снимать сейчас жилье. Свои условия в регионе улучшили более 1000 сирот. 4-й год подряд Башкортостан в лидерах среди регионов страны по объемам строительства. В прошлом году в республике возвели более 3 миллионов квадратных метров жилья. По поводу нового жилья мы занимаем 7-е место. По ФЛО мы исторически 2-е место занимаем. При этом отставание от 1-го места всего 20 тысяч квадратных метров. Поэтому мы понимаем, куда стремиться. Мы понимаем те задачи, которые поставлены руководством. Поэтому мы видим перспективу роста, в том числе
такая амбициозная задача. Это первое место в ПВО. К 2030 году мы это сделаем. Кроме столицы, активно застраиваются территории Уфимского и Иглинского районов, а также городов Октябрьского и Стерлитамака. В 2024 году было введено в эксплуатацию более 114 тысяч квадратных метров жилья. Было введено 7 многоквартирных жилых домов, 8 домов блокированной застройки, индивидуальные жилые дома. В 2025 году ожидается спад показателя по вводу жилья в связи с экономической ситуацией и высокой ключевой ставкой. Огромное внимание уделяют и тем, кто проживает в аварийных домах. Из них в 2024-м расселили свыше 1000 жителей. По-моему, 18 тысяч квадратных метров сдали жилья. Более того, последняя программа по ликвидации аварийного жилья на 1.01.2017 года, вот у нас сейчас действует программа, республика ее завершила досрочно. За прошедшие 6 лет по различным нацпроектам возвели свыше полусотни детских садов и 40 школ. Примерно столько же медучреждений. Среди спортивных объектов особо выделяется и Уфимский дворец борьбы. На днях там прошло первенство России по борьбе на поясах среди юниоров из разных уголков страны. Вы знаете, у нас борьба на поясах очень развита. Это проводится в нашем главном спортивном объекте не только нашей республики, но и нашей страны, в лучшем дворце борьбы. Это еще раз подтверждает то, что востребованность этого объекта. Зал отличный. Я в декабре был здесь на Кубке мира первый раз. Видел, обрадовался тому, что именно это находится в России. Для тренировок и игр здесь созданы максимально комфортные условия. Это 5 залов с 18 коврами. Помимо единоборств, здесь можно заниматься и плаванием под руководством опытных наставников. Здесь мне очень понравилось. Во-первых, очень чисто. Вода теплая, комфортная, свободно плавать. Вы знаете, он такой компактный, такой уютненький, как у себя дома. Здоровье, плавание – это вообще такой вид спорта, мне кажется, вот он всем подходит. В планах здесь должна открыться вторая чаша бассейна глубиной 120 сантиметров. Там будут проходить реабилитацию спортсмены и дополнят существующий комплекс. Бассейн у нас имеет 5 дорожек. Длина бассейна 25 метров, ширина 10 метров. Глубина на всей протяжении дорожки будет 1,80 м. В бассейне для удобства есть, конечно, душевые кабинки, есть комнаты обогрева, и раздевалки. А это сооружение свыше 7 лет доступно лишь для его сотрудников. Уфимский госцирк на днях посетил известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он оценил здание как внутри, так и снаружи. Генеральный директор Большого московского госцирка ожидал, что сооружение находится в более плачевном состоянии. В целом цирк в достаточно неплохом состоянии. Я надеюсь, что мой приезд и встреча с главой республики даст толчок для того, чтобы вновь поднять вопрос о начале уже работ, потому что много всего сделано, но это все на бумаге. Все-таки уже пора экскаваторам подъезжать. Здание госцирка построили 57 лет назад и еще ни разу не реконструировали. Сооружение находится в аварийном состоянии. По проекту рабочим необходимо заменить кровлю, обновить фасад, увеличить площадь помещений для содержания животных. По планам работы на объекте должны начаться в следующем году. На эти цели выделили около 2 миллиардов рублей. Капитальный ремонт будет длиться в течение 2 лет. Перед строительной отраслью в регионе стоят масштабные задачи на ближайшую пятилетку. Это и создание социальной инфраструктуры в виде сетей и дорог, а также возведение более 20 миллионов квадратных метров жилья и расселение 15 тысяч жителей из аварийного фонда с единственной целью улучшить качество жизни людей и сделать ее как можно более комфортнее. Даниил Байков, Шамиль Каримов. Итоги недели. Говорили и о развитии здравоохранения республики. Эту тему Ради Хабиров обсудил с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Речь шла об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения. За последние годы в регионе заменили почти 500 ФАПов, были построены и отремонтированы крупные медучреждения. В этом году откроется еще 6 новых поликлиник. В 9 проведут капитальный ремонт. Подробности расскажет Анастасия Чапаева.
Сами своими силами с участковой медсестрой Сайгуль Газизовной пытаемся украсить наш кабинет, чтобы маленькие наши ребята, кто к нам приходит, чтобы они не боялись, чтобы отвлекались. Парочка жирафов, несколько мишек, котиков, и вот уже простое дизайнерское решение делает кабинет педиатра куда приятнее. Но несмотря на старания медиков кардинально улучшить условия, они не в силах. Сейчас прием маленьких пациентов идет в старом здании, куда также за медпомощью приходят и взрослые. Я работаю врачом-педиатром, потому что я очень люблю детей. Я с детства мечтала работать именно с детьми. Хочется, чтобы детям было комфортно, поэтому мы хотим, чтобы быстрее открылась наша детская поликлиника, чтобы наши дети не болели, были всегда здоровы, приходили только с профилактической целью к нам. С лета прошлого года медики прямо из своих окон могут наблюдать за масштабной стройкой. В рамках программы модернизации первичного звена возводится здание детской поликлиники. Несколько лет назад стало понятно, что больницы, обслуживающей не только город, но и Благовещенский район, старое здание стало мало. Проект нового создавался уже совместно с медиками. Кто, как не они, знают, чего особенно не хватает. Все новое будет удобно как для пациентов, так и для сотрудников. То есть это комфортное пребывание детей с родителями, комфортное пребывание сотрудников, дополнительные места, дополнительные помещения для отдыха, комната матери и ребенка будет отдельно на каждом этаже. Все санузлы – это специализированные санузлы для инвалидов, для детей с ограничениями здоровья. В новом здании будут работать кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. Услышаны и пожелания родителей. Чтобы по максимуму удобства было с детьми, отдельно, чтобы было, допустим, больные дети, отдельно здоровый прием дети вели. Не было, чтобы очередей. И для врачей, и для сотрудников удобно, и для ребятишек маленьких. Сейчас Благовещенская поликлиника располагается в старом помещении. Примерно в таком когда-то находилось и медучреждение Кушнаренкова. В январе этого года свои двери распахнуло новое трехэтажное здание. Ежедневно здесь могут принять до 320 пациентов. Современное оборудование, новый рентгенный аппарат, снимки качественнее и четче. Больше возможностей теперь и у хирургов. Некоторые процедуры, ради которых сельчанам приходилось ездить в республиканскую больницу, отныне можно сделать в новом медучреждении. Намного современнее здание, очень хорошее оборудование получили, поэтому сейчас с удовольствием работаем. И я думаю, что и пациентам нравится, когда чистота, порядок, все новенькое, все красивое. Дай бог дальше нам здесь работать. В здании разместились взрослые и детская поликлиники. Для маленьких пациентов и их родителей постарались создать особые условия. Очень красивые, уютные, удобные. И даже есть, когда ждешь врача, есть комната ожидания. Вот ребенок сидит, играет, ей не скучно. В нашей поликлинике 100% укомплектованность, есть все узкие специалисты. У нас 2 офтальмолога, онколог, хирург есть, дерматолог. На новом оборудовании работают молодые специалисты, благодаря которым мы можем проводить такие исследования, как колоноскопия, ФГС, УЗИ. В этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию 6 поликлиник. Помимо Благовещенска, в Учелах, Янауле, Аскино, Бакалах и Аскарова. В республике заработают также более 130 ФАПов, часть из которых уже открыли. Лекарства есть там, наверное? Есть. Да, вот, чтобы, все есть там. Да. Медпункт чистый, уютный, светлый, теплый. Все условия там есть. Только работай до работы. Фельдшерско-акушерские пункты – это самая близкая на селе медицинская помощь. Здесь же пациенты могут приобрести необходимые лекарства. Для деревень вдали от райцентров и городов – это спасение. Когда мы начинали эту работу 5 лет назад, мы совсем были далеки от успеха. А сейчас мы уже, наверное, у нас к 30-му году не останется ни одного какого-то ветхого аварийного ФАПа, ни одной аварийной ветхой амбулатории. То есть мы сельскую медицину, инфраструктуру сильно укрепили за это время. Чтобы продолжить работу, необходима дальнейшая федеральная поддержка. Это стало одной из тем обсуждения на встрече Радия Хабирова с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко. Так, например, говорили об объектах, которые в первую очередь попадут в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это прежде всего поликлиники, там, где они уже пришли в негодность. У нас есть поликлиника, но просто действительно стыдно туда приходить. Вот в Иглино поликлиника, она перегружена очень, там живет почти 70 тысяч человек в Иглинском районе. Поэтому вот такие примеры есть. Мы должны добить до конца все связанное с старыми ФАПами, старыми зданиями. Поэтому вот эта программа как раз будет настроена. Вот мы сейчас это обсудили, что 80% тех денег, которые по линии правительства России пойдут, значит, это на стройку либо реконструкцию существующих объектов. То есть главная задача привести в порядок здания.
Глава республики также пригласил Михаила Мурашко на открытие нового хирургического корпуса кардиоцентра. Сложный, дорогостоящий объект, который региону дался нелегко. Это 9-этажное здание с операционными и современным оборудованием. Коечный фонд благодаря центру увеличится вдвое. Уже в конце марта здесь смогут принять первых пациентов. Анастасия Ильчебаева, Вадим Исламов. Итоги недели. Ну а теперь авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафудинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Безусловно, главная новость недели – освобождение Курской области. Наступление российских сил было стремительным и мощным. Как лавина, оно буквально за неделю смело украинских захватчиков с Курской земли. У ВСУ огромные потери в живой силе и технике. Курская авантюра укронацистов, как и должна была, обернулась сокрушительным поражением. Труба оккупантам настала благодаря нашей блестящей спецоперации под кодовым наименованием «Поток», которая однозначно войдет и в историю СВО, и в военные учебники, как образец тактического искусства и беспримерного мужества. Несколько сот наших бойцов прошли 15 километров под землей по газовой трубе диаметром 1,5 метра и вышли прямо в тыл оккупантам, после чего организованная оборона противника и посыпалась как домино. Были там, в этой теперь уже легендарной трубе, и наши башкирские парни, о подвиге которых еще придет время рассказать. Именно такие ребята, которые прошли через горнило фронтового огня, заслуженно участвуют в нашей кадровой программе «Герои Башкортостана», как логичном продолжении федеральной «Времени героев». Тысячи воинов-башкортостанцев сегодня выполняют боевые задачи там, за ленточкой, и это огромный кадровый резерв. Из таких людей можно делать не только гвозди, но и эффективных управленцев после соответствующей подготовки. На сегодня заявки на участие в нашем региональном проекте подали уже около 1100 человек. И у Башкирии это 3-й показатель в стране. Так же, как в федеральном рейтинге вовлеченности регионов в специальную военную операцию. Он был презентован еще 7 марта в Москве. Первые 2 места занимают самые весомые регионы России – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. А вот 3-я строчка за Башкортостаном. Учитывался целый комплекс показателей погружения регионов в тему СВО и по глубине, и по качеству, и по объему. Считалось и личное участие первых лиц регионов в этих процессах, меры поддержки бойцов и их семей и многие другие факторы. Ради Хабиров и сам лично много раз выезжал в зону специальной военной операции для общения с нашими земляками там, на передовой, чтобы держать руку на пульсе их нужд и забот. Итак, авторы рейтинга отмечают максимально глубокое вовлечение Башкирии в нужды специальной военной операции и те беспрецедентные меры поддержки, которые оказывает республика для достижения победы и на фронте, и в тылу, приводя ее в пример другим регионам. Этот рейтинг предназначен прежде всего для политического руководства страны. Напомню, что поддержка СВО сегодня – это важнейший критерий, по которому Кремль оценивает эффективность работы региональных властей. Вообще, минувшая неделя была богата на события и встречи. Башкирия дышит полной грудью, движуха по всем направлениям. Тут тебе и международный культурный форум «Арт-Курултай», уже 5-й по счету, и феерично прошедший сольный концерт нашего знаменитого ансамбля Файзи Гаскарова в Кремлевском дворце, и Совет по развитию промышленности республики с участием руководящих фигур федерального масштаба от концерна Калашникова до радиоэлектронных технологий. Нравится это кому-то или нет, но все важнейшие финансовые вопросы решаются сегодня в Москве. На этой неделе именно в Златоглавой состоялась очередная встреча Радия Хабирова ценой в $1 миллиард+. На этот раз с министром здравоохранения России и большим другом нашей республики Михаилом Мурашко. Честно говоря, сегодня трудно рассчитывать на реализацию амбициозных планов без федеральной поддержки. И такие масштабные проекты в Уфе, как кардиоцентр или Центр детской онкологии и гематологии, конечно, относятся к числу тех, что требует личного участия руководителя региона, если вы хотите реального привлечения федеральных средств. На последней встрече разговор шел о программе модернизации первичного звена здравоохранения республики, то есть ФАПов и поликлиник. А это еще несколько миллиардов привлеченных рублей.
За последние 5 лет у нас в Башкирии капитально отремонтировано более 500 ФАПов. И теперь есть уверенность в продолжении этой важнейшей истории. Продолжаем выпуск. Даешь молодежь. Продуманная молодежная политика, она ведь в долгую, как кадровые инвестиции. Глава региона взял за правило регулярно встречаться с молодежью в различных ее ипостасях. Студенческой, сельской, бизнесовой, рабочей, научной, креативной или старшеклассниками, участниками военных сборов в нашем парке «Патриот». Да, все эти молодежные группы разные, со своими интересами, но их объединяет стремление к признанию, успеху и самореализации. А Башкирия, в свою очередь, заинтересована, чтобы эти свои стремления молодые кадры реализовывали дома. И для этого надо с ними общаться, знать, чем они живут, и доносить до них, что сегодня важно для страны и республики. Радий Фаритович и сам заряжается от молодых энергией и идеями, и это видно невооруженным глазом. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Между нами тает лед. Тает он и на улицах Уфы, причем так стремительно, что в некоторых местах проезжей части сходят вместе с асфальтом. И именно в тех местах, где латали дыры в прошлом году. Похоже, нас ждет не только ранняя весна, но и ранний ямочный ремонт. Уважаемые друзья-дорожники, когда будете засыпать колдобины неизвестной субстанции, думайте, пожалуйста, хоть немного наперед. Но вы же тоже ездите по этим же дорогам. Других у нас нет. Ни дорог, ни дорожников. Берегите себя и своих близких, и вот тогда все будет хорошо. В центре повестки на неделе оказалась и геология. Речь о том, что находится под Уфой. Повод более чем заметный. Под землю в 8-метровую яму ушел автомобиль, который просто находился на стоянке. Это уже не первый подобный случай. И, похоже, по словам специалистов, не последний. Провалы грунта на неделе были в разных точках башкирской столицы. Хронологию происшествий и разбор экспертов расскажет Тимур Давлетов. Считанные секунды, и машины вместе с деревом как сквозь землю провалились. В буквальном смысле слова. Огромная дыра образовалась на ровном месте. Владельцу «Лады Калины» только и оставалось, что констатировать. Капец. Вот следы Калины стояла. Вон она там лежит, бляха-муха. На крыше Калина наша. Сын бежит, говорит: пап, у нас, говорит, машина ушла вместе с деревом. Я сначала не понял, что хорошо, действительно машины нет. Она Калина черная, Нива белая. Нива есть, Калины нет. Глубина ямы 8 метров. Чтобы достать автомобиль, пришлось проводить спасательную операцию. Сотрудники МЧС оградили участок и пригнали спецтехнику. Эвакуировали несколько соседних машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта. Здесь везде опасно парковаться. Периодически провалы бывают по всей территории. И вот на школьном дворе были провалы. Периодически. Вот на дороге был провал буквально 2 года назад или 3. Шутка ли, в десятках метрах от нынешнего инцидента ранее произошел едва ли не самый громкий провал последних лет. В 2016-м в соседнем дворе под землю также ушла «Лада Калина». Машину, кстати, до сих пор не нашли. Сколько лет назад уже машина провалилась на углу дома. Вот. Это возле того дома, возле нашего. Одну достали, а вторую так и не нашли. То, что земля уходит из-под ног, специалисты называют вполне объяснимой закономерностью. Уфа стоит на гипсовых породах, в которых вовсю протекают карстовые процессы. Да, он без трещин, он довольно прочный, в природе. Как только появились какие-то трещины и промоины, вот туда стремляется вода, начинает свою разрушительно растворяющую работу, возникают полости. И отсюда все последствия в виде упавших машин, провалившихся деревьев, нарушенных коммуникаций и так далее. Это, по сути, то, что у нас под землей находится? Это под нами, под городом. Это основание нашего города. Плотная застройка высоток усугубляет ситуацию. И дело не только в чисто механическом давлении на землю. Свою роль в ослаблении оснований играют и техногенные факторы. Главный агент вот этого растворения горных пород на глубине – это подземные воды. Агрессивность их растет, потому что сколько мы сыпем соли дорожники, чтобы дороги не промерзали, это ускоряет процесс растворения. Городские стоки, порывы этих труб, которые тоже имеют место быть, к сожалению, городских коммуникаций, да еще если горячая вода, работает дальше подобно сахару в стакане кипятка, эти породы.
Из-за утечки воды из трубопровода, к слову, произошел обвал на улице Амантая. Там в яму упал трактор. Еще несколько небольших полостей образовались в центральной части Уфы. Провал появился на пересечении улиц Ибрагимова и Пархоменко в аккурат рядом с дорожной лабораторией. Там недавно завершили ремонт сетей. Другая дыра на перекрестке Ленина и Ибрагимова. Метра 2-3, наверное, он туда уходит. Причем никаких опознавательных знаков нет. Аккуратно. Видите, одна машина уже сюда провалилась сегодня. То есть хочется заметить, что не так давно здесь специалисты проводили ремонт, меняли трубы. И вот, по всей видимости, вот видно даже то, что они как заделали. Провал на Интернациональной, куда упала машина, засыпали грунтом, но участок все равно оцепили. Ставить автомобили на нем пока не рекомендовано, да и жители сами не рискнут. Представители администрации тем временем установили метки на окрестных домах, чтобы следить за развитием ситуации. Тимур Давлетов и Артур Шамсудинов. Итоги недели. Как обезопасить себя при покупке на маркетплейсах и при этом самому не оказаться в рядах нарушителей закона? В Башкортостане, как и во всем мире, отметили День защиты прав потребителей. В этом году он прошел под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». В России защиту прав потребителей обеспечивает одноименный закон. И в последнее время все чаще его приходится применять в разрешении споров при онлайн-покупках. Какие отличия от обычных магазинов и как отстоять свое право, расскажет Эмиль Басареев. Не знаю, что, но он открытый был, еще нету, картриджа нету. Долгожданная посылка для Эльнура Рамазанова обернулась сплошным разочарованием. Для своей работы певец заказал принтер в одном из известных маркетплейсов. Красок для оборудования внутри практически не было, а вилка питания евростандарт, под который розеток в России нет. А самое главное, внутри коробки обнаружились остатки жизнедеятельности грызунов, которые к тому же наполовину съели гарантийный талон. Магазин, который продал этот принтер, говорит, что у нас всегда новые товары, мы не отправляем использованные товары, даже не извинились, сказали, сделайте возврат. А возврат, к сожалению, пока что маркетплейс не утверждает. Я боюсь, что даже они могут отклонить, и мне придется подавать в суд. Эльнур готов предоставить все доказательства, в том числе и переписку с магазином. Если вопрос не удастся решить, как говорится, полюбовно, то в деле придется разбираться представителям Фемиды. В последние годы увеличилась доля покупок в интернет-магазинах или маркетплейсах. В основном это из-за экономии времени. Продавцы зачастую идут навстречу в случае спорной ситуации. Негативных случаев не было. Вот был недавно случай, заказывали ребенку комплект, куртка плюс штанишки. Первый день вышла на улицу, отвалились кнопки. Я пришла домой, сфотографировала, сняла видео, в личном кабинете оформила возврат по браку. И мне буквально через несколько дней отнесла на пункт выдачи, и мне буквально даже в этот день деньги пришли. Товар ненадлежащего качества здесь тоже можно вернуть. Все в рамках закона о защите прав потребителей. В случае необходимости каждый может обратиться в Роспотребнадзор. Хочу отметить, что при дистанционной торговле срок возврата товара – это 7 дней. На это необходимо обратить внимание, потому что этот срок отличается при офлайне. То есть офлайн – это 14 дней при покупке товара надлежащего качества. Вот в этом есть разница. Плюс, если товар некачественный, то вы его возвращаете без учета этих сроков, учитывая, что товар ненадлежащего качества. У нас есть статья 18 Закона о защите прав потребителей, которая позволяет нам вернуть товар ненадлежащего качества при определенных условиях. Юристы отмечают, что потребитель вправе отказаться от товара до его получения. Кроме того, если крупногабаритный или тяжелый груз оказался с браком или несоответствующим описанию, то его обратная доставка делается за счет продавца. Обращать внимание стоит и на гарантию. Также нужно отметить, что в случае, если договором не предусмотрен срок гарантии, то он предусматривается по умолчанию на законодательном уровне и составляет 2 года. Это может быть обувь, в случае, если на нее не дана гарантия от производителя, и это могут быть бытовые приборы, это может быть одежда и так далее. Но если договором предусмотрен срок, предположим, 1-2 месяца, то гарантия будет ограничиваться условиями в договоре.
Если же продавец не признает факт брака товара, то покупатель может сделать экспертизу и представить ее с претензией. Юристы отмечают важность соблюдения процедуры досудебного урегулирования. В суде же продавцу помимо штрафа еще придется возместить покупателю все убытки. При этом специалисты напоминают, что фраза «клиент всегда прав» работает в том случае, когда товар или услуга действительно оказались некачественными. Если же покупатель искусственно создает конфликтную ситуацию в корыстных целях, то по закону отвечать придется уже ему. Эмиль Басареев, Разиля Гильмудинова, Роберт Давлетбердин и Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Сразу после нас смотрите программу «Республика Лайф». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.